Наш эфир продолжит выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко. Коротко о главном к этому часу. В Нюрбе проводятся рейдовые подворные обходы по выявлению нарушений правил содержания собак. В Вилюйском улусе в этом году в рамках проведения празднования столетия ЯССР в план работы включены множество мероприятий. 1500 волонтеров планируют привлечь в 7-е международные игры «Дети Азии», которые пройдут во Владивостоке. У 50 якутян есть возможность присоединиться к грандиозному спортивному событию. В начале выпуска об эпидситуации в республике. На 20 января выявлен 761 новый случай коронавирусной инфекции. Так, в столице региона зафиксировано 570 случаев. Продолжает антирейтинг Мегино-Кангаласский район, в котором 54 заболевших, 31 случай в Алданском районе, 22 в Мирнинском, 19 в Хангаласском, 17 в Нерюнгринском и 11 в Горном. Еще в 10 районах Якутии выявлено от 1 до 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки в стационары нашей республики поступило 7 детей. Уважаемые родители детей, как школьного, так и дошкольного возраста, обращаем ваше внимание на необходимость контроля за детьми, которые осуществляют либо находятся на дистанционном обучении. В связи с чем обращаем ваше внимание на то, что при том, что дети в большей степени должны находиться дома под вашим, соответственно, контролем, который вы уже в обычной для вас форме осуществляете. Кроме того, обращаю внимание на то, что у нас продолжается дистанционное образование детей, всех, кроме 9-11 класса, как выпускных. И, соответственно, в режиме повышенной готовности работают детские сады. Что касается обстановки в Тампонском районе, то там с начала года выявлено 19 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Из них 3 детей. Большая часть инфицированных из Баягантайского, Наслега и села Дорожников, Теплый Ключ. Подробности далее. Наибольшее количество больных COVID-19 выявлено 17 января. Сразу 8 взрослых и 1 ребенок заболели в селе Теплый Ключ. 7 педагогов и 1 работник Теплоключевской средней школы. По одному случаю зарегистрировано в селе Теплый Ключ и в поселке Хандыга. В Хрестхальжае 1 взрослый и 2 детей. С начала пандемии в Тампонском районе зарегистрировано 1422 инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Из них 300 дети, зафиксировано 18 летальных исходов. Всего в Тампонском районе находится 19 ковид-больных. Из них 16 взрослых, 3 детей. В ковидном отделении Тампонского района находится 5 пациентов. Из них 1 больной в реанимации старше 60 лет, 1 беременная. Амбулаторно находится 11 взрослых и 3 детей. На сегодняшний день первый компонент получили 6968 человек. Это 75% от плана. Ревакцинацию прошли 1385 жителей района. Повторно можно привиться не только спутником Лайт, но и 2-компонентными Гам-Ковид-Вак и Эпивак Корона. Все вакцины есть в достаточном количестве. Всего же с начала пандемии в Тампонский район поступило 8620 вакцин. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. И к другим темам. В полицию Намского района обратилась местная жительница с сообщением о мошенничестве. Женщина рассказала, что, желая получить прибыль в сети интернет, вступила в переписку с пользователем социальной сети Instagram. В ходе переписки потерпевшая перешла по неизвестной ссылке, ввела данные своей банковской карты, в том числе ее защитный код с обратной стороны, и перевела первый взнос 20 тысяч рублей на счет, который ей сообщила злоумышленница. Далее в процессе обмана аферистка попросила ее позвонить в банк и подтвердить операцию, заверяя, что все средства будут перечислены обратно на ее карту, что и сделала женщина. После транзакции мошенница перестала выходить на связь, удалив с переписки все ссылки. В результате у потерпевшей были похищены более 97 тысяч рублей. В Нюрбе проводятся рейдовые подворные обходы по выявлению нарушений правил содержания собак. Рейды проводятся в составе представителей администрации города, департамента ветеринарии, отдела полиции. Целью подворных обходов является выявление и первичный учет домашних животных на территории города Нюрба и повышением ответственности их владельцев. На сегодняшний день на территории города Нюрба зарегистрировано 500 собак. Помимо этого, совместно с управлением ветеринарии проводились работы по урегулированию численности безнадзорных животных.
Дворовые рейды начались с 2021 года, с ноября по декабрь. Общим охватом там около 60 домов хозяйств. Выдано 8 предписаний по несоблюдению правил содержания животных. А в основном собак не держат на привязи. То есть собаки на свободном выгуле. После рейдовых мероприятий, если не соблюдается правило, то выдается предписание. И в срок, законный срок, приходим и проверяем. И после этого уже административная ответственность. В этом году по программе «Земский учитель» в Якутии предусмотрено 15 квот. В прошлом году на 16 вакансий претендовали 74 педагога из 16 регионов России. В этом году на сегодняшний день подано уже 37 заявок, 10 из них с Якутии. Отмечается, что для участников программы в регионах Дальнего Востока выплата составляет 2 миллиона рублей, тогда как по стране предусмотрен 1 миллион. По условиям программы учитель должен отработать в школе малого населенного пункта не менее 5 лет. Прежде всего, программа направлена на восполнение дефицита учителей в сельских школах. Муниципалитеты, в свою очередь, обеспечивают участникам программы расходы на проезд и место проживания в населенном пункте. До 15 апреля мы принимаем заявки, а заявки принимаются на сайте zemteacher.edu.ru. А также полностью вы можете ознакомиться с данным проектом на сайте нашего Института развития образования и повышения квалификации. Основные требования – то, что учитель должен соответствовать по образованию, получается, будь то у него среднее образование, будь то высшее образование, тем специальностям, которые поданы в этих вакансиях, прописано в этих вакансиях. И, конечно, возраст не более 55 лет. В Вилюйском Улусе в этом году в рамках проведения празднования столетия Я СССР в план работы включены культурно-просветительские мероприятия, реконструкция и реставрация объектов исторического наследия, строительство новых социально значимых объектов, школ, детских садов, мостовых переходов, дорог федерального и местного значения, а также многоквартирных домов по программе переселения, а также культурных центров. В Вилюйском Улусе по национальному проекту «Культура» строится два объекта. Это у нас объект в селе Тасагар, который будет введен в этом году. Также с этого года начинается строительство в селе Тымпы. Также администрацией района ведется строительство сельского клуба в селе Хампа. Этот объект строится полностью с бюджета района. Также у нас для поддержки культурного наследия строятся и ремонтируются памятники. Сегодня, 20 января, исполнилось 75 лет со дня рождения уроженца Мегино-Кангаласского улуса, видного государственного деятеля республики, заслуженного работника народного хозяйства Якутии, заслуженного экономиста России Роберта Андреевича Бурнашова. В 2004 году указом президента республики Михаила Николаева школе, где он родился и вырос, в селе Табага, было присвоено его имя. Сегодня администрация Улуса и односельчане почтили память, возложили цветы к бюсту Роберта Андреевича, побывали в музее, в школе, где хранятся его личные вещи и награды. Будучи избранным народом депутатом Илтумена по Мегино-Кангаласскому избирательному округу, он очень плодотворно работал на благо своих земляков и всей республики. Роберт Андреевич, будучи депутатом Государственного собрания Илтумен нашей республики, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, внес большое количество изменений и дополнений, поправок в действующее федеральное и республиканское законодательство, плюс нормативные акты. Внес значительный вклад в коренное улучшение пенсионного обеспечения республики Саха-Якутия, укрепление материально-технической базы пенсионной службы. Ну и, конечно, был одним из сподвижников и инициаторов газоснабжения заречной группы улусов и прихода железной дороги.
В Кемерово по итогам трехдневного визита Международного комитета игр «Дети Азии» состоялась рабочая встреча президента организации Владимира Максимова с первым заместителем губернатора, председателем правительства Кемеровской области Вячеславом Телегиным. Основной темой для обсуждения стали вопросы подготовки ко вторым зимним международным спортивным играм «Дети Азии». Кроме этого, стороны уделили особое внимание образовательному проекту по развитию зимних видов спорта. Уникальная программа, которая позволит юным спортсменам из Азии повысить спортивное мастерство перед играми, которые пройдут в Кузбассе. Стоит отметить, что проект поддержан Департаментом олимпийской солидарности. В результате его реализации Кузбасс станет центром подготовки по зимним видам спорта для стран Азии. Полторы тысячи волонтеров планируют привлечь на 7-х международных играх «Дети Азии», которые пройдут с 27 июля по 8 августа во Владивостоке. У 50 якутян есть возможность присоединиться к грандиозному спортивному событию. До конца февраля на сайте Владивосток 2022 проходит регистрация желающих. Основными функциональными направлениями их деятельности будут встречи и сопровождение делегаций и участников на спортивных объектах, транспорте, пунктах питания, в деревне спортсменов и на мероприятиях культурной программы. Все волонтеры будут обеспечены брендированной экипировкой и питанием. Иногородним предоставят место проживания, а также проезд. В 2021 году на играх Манчар из Горного Улуса изъявили желание поработать в качестве волонтеров порядка 100 с лишним молодых людей. Поэтому в 2022 году мы тоже вот это направление именно развития волонтерского движения мы сохраняем. И вот буквально с января месяца мы начали информационную кампанию о наборе волонтеров игр «Дети Азии». В Амге состоялась презентация книги-альбома с хэштегом «Амга-2019», приуроченная к подготовке и проведению 7-х спортивных игр народов республики, которые прошли в Амгинском районе в 2019 году. Книга-альбом на основе фотографий и публикаций, отражающих хронологию мероприятий, состоит из 5 разделов. Каждый раздел рассказывает о подготовке сельчан к играм. Также можно увидеть рабочие кадры из культурных программ субботников и многих других мероприятий. Альбом у нас состоит из 5 блоков, и каждый блок, получается, у нас отдельно отображает ту или иную работу в рамках подготовки к играм. Первый блок у нас относится к спортивным объектам, которые были построены до начала игр. Второй блок у нас посвящен благоустройству, строительству скверов и так далее. Третий блок у нас посвящен субботникам, организации, жителей самих. На этом все. До встречи в эфире.